Недавно с целью ознакомления с ходом археологических раскопок, проводимых сотрудниками Национального музея, мы посетили исторический памятник Халхаджар, расположенный в Хорасанском районе Хатлунской области. В этой поездке нас сопровождали представители Национального музея Таджикистана и известный археолог-академик Юсуфшо Якубов. Этот исторический памятник раскинулся вдоль автомобильной трассы Душанбе-Бохтар. Издалека он напоминает обычный сухой земляной холм, однако в недрах этого возвышения скрыты тайны жизни наших предков. Их уникальные традиции, обычаи, высокая культура и богатое наследие. Сегодня, благодаря кропотливому труду и самоотверженности археологов Национального музея, эти яркие страницы истории вновь поднимаются из-под земли и постепенно раскрываются миру. Археологи Национального музея ведут масштабные исследования на этом памятнике с 25 мая 2026 года. За более чем месяц работы им удалось открыть 2 крупных раскопа, что свидетельствует о значительном объеме выполненных исследований и высокой эффективности работы экспедиции. Во время нашего визита академику Юсуфшо Якубову были представлены уникальные археологические находки, среди которых древние монеты, фрагменты керамики, кувшины и хумы, бусины, кирпичи и основания колонн. Эти бесценные артефакты еще раз подтверждают высокий научный уровень проведенных раскопок и исключительную историческую значимость этого памятника. Кушанское государство просуществовало 500 лет. До сих пор в нашей истории ему не определено должное место. Тот вклад, который Кушанское государство внесло в формирование таджикской нации, не смогло внести ни одно другое государство. История таджикского народа достигла одного из самых величественных этапов своего развития с выходом на политическую арену и становлением Кушанской империи в эпоху древности, заложившей основу формирования обширной державы. В этом контексте древний город Халхаджар занимает особое место как один из наиболее уникальных и ключевых памятников Вахшской долины. Этот древний город расположен на правобережной террасе реки Вахш, на территории сельского джамуата Сурхкала. Общая площадь памятника составляет около 40 гектаров. Город состоял из 3 основных частей – цитадели или Шахристана, некрополя и прилегающие территории. Выбор именно этого места обеспечивал контроль над важнейшими региональными путями сообщения и свидетельствует о высоком уровне градостроительного искусства наших предков. Мы определили территорию площадью более 100 гектаров, возможно, она даже больше. Перед нами один из древнейших и наиболее развитых городов. Здесь мы видим настоящий город. Там располагалась царская цитадель. Здесь находится Шахристан, далее следуют другие его части. Это один из наиболее совершенных городов эпохи Кушанской империи. Кушаны внесли огромный вклад в историю таджикского народа. К сожалению, до сих пор мы не смогли в полной мере отразить эту историю ни на страницах научных трудов, ни по достоинству оценить то значение, которое Кушанское государство имело для истории таджикского народа. Именно с эпохи Кушан берет свое начало язык Дари. Однако эти заслуги до сих пор не нашли должного отражения в нашей научной и исторической литературе. К счастью, Национальный музей выступил с инициативой проводить здесь систематические археологические раскопки. Полученные материалы способны дать чрезвычайно ценную информацию об истории Кушанской империи.
Археологическое изучение этого величественного древнего города, начатое еще в советский период, продолжается и в наши дни, принося новые открытия. Исторические сведения и свидетельства очевидцев подтверждают, что во время земляных работ и археологических раскопок на этом памятнике были обнаружены остатки монументальных архитектурных сооружений. В частности, найденные каменные базы и капители колонн, сохранившиеся фрагменты мощных стен, а также элементы архитектурного декора убедительно свидетельствуют о том, что здесь располагалось не обычное поселение, а дворцовые комплексы и крупные административные здания эпохи Кушанской империи. С 25 мая текущего года специалисты Национального музея исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан приступили к археологическим раскопкам на памятнике Халк-Аджар в Хорасанском районе. Следует отметить, что эта экспедиция не является первой для Национального музея. Археологические исследования музея на этом памятнике ведутся с 2014 года, а каждый новый раскоп получает свой порядковый номер. В нынешнем году были заложены раскопы номера 5 и номера 6. Раскоп номера 5 уже достиг глубины 4 метров, и в ходе исследований нам удалось получить множество важных результатов. Культурные слои в раскопе номера 5 начали фиксироваться уже на глубине 15 сантиметров, а первый архитектурный объект – стена был обнаружен на глубине 20 сантиметров. Проследив направление стен, мы выявили два помещения. Особый интерес представляет то, что стены были оштукатурены гипсовым раствором, что свидетельствует о высоком уровне архитектурного искусства эпохи Кушанской империи. Кроме того, в раскопе номера 5 нами были обнаружены каменные основания колонн, что говорит о высоком уровне камнерезного мастерства, развитой цивилизации и богатой культуре Кушанской эпохи. Стоит также подчеркнуть, что памятник Халк-Аджар считался одним из главных центров Вахшской долины в период Кушанской империи. Это подтверждается как результатами археологических исследований, начатых еще в советское время, так и раскопками, которые сегодня последовательно продолжает Национальный музей Таджикистана. Культура и городская цивилизация Халк-Аджара в эпоху Кушанской империи достигли своего наивысшего расцвета. Одной из самых уникальных культурных находок, обнаруженных здесь, стал двуручный керамический сосуд, водонасосный кувшин с надписью на бактрийском языке. Текст надписи был переведен следующим образом: «Этот кувшин для воды принадлежит госпоже Саккин». Эта уникальная находка, сделанная в годы государственной независимости, свидетельствует о том, что письменная культура и грамотность занимали важное место даже в предметах повседневного быта жителей древнего города. Кроме того, обнаружение разнообразной керамической посуды и многочисленных монет подтверждает высокий уровень развития ремесленного производства и местной цивилизации. В ходе археологических раскопок, проводимых Национальным музеем, здесь были обнаружены ценные находки. Так, в 2020 году специалисты Национального музея на памятнике Халк-Аджар нашли золотую подвеску с изображением кентавра. Эта находка является единственной в своем роде на территории Центральной Азии. Кроме того, в прошлом году, когда эта же экспедиция Национального музея завершила очередной этап раскопок, на памятнике Халк-Аджар здесь был обнаружен водонасосный кувшин с надписью на бактрийском языке и бактрийской письменности. Известные востоковеды Николас Симс Уильямс и Джо Крип прочитали и перевели эту надпись. Ее перевод звучит так: «Этот кувшин для воды принадлежит госпоже Саккин».
Обнаружение подобных сосудов с бактрийскими надписями, золотой подвески с изображением кентавра, каменных оснований, колонн и большого количества монет свидетельствует о том, что этот город был одним из важнейших центров, где высокого уровня достигли культура и цивилизация. Наряду с другими находками нами было обнаружено большое количество монет. Эти находки свидетельствуют о высоком уровне денежного обращения и развитой монетной системе в древнем городе Халхаджар. Кроме того, в ходе нынешних раскопок были найдены многочисленные зернотерки, речные камни и каменные ступки, что также говорит о развитии земледелия, переработки зерна и сельского хозяйства в этом городе. Наряду с другими уникальными находками были обнаружены целые керамические сосуды и большое количество их фрагментов, что свидетельствует о высоком уровне развития гончарного и керамического производства. Следует отметить, что каждое керамическое изделие имело собственное клейма или особый знак. Такая традиция была широко распространена на всей территории Кушанской империи. Подобная керамика с клеймами и символами была обнаружена Национальным музеем и в других кушанских городах, где проводились археологические исследования, в частности в Чемкургане Шаринавского района и на памятнике Сайот в районе Абдурахмани-Джами. Однако именно в древнем городе Халхаджар подобных изделий найдено особенно много, что еще раз свидетельствует о высоком уровне развития гончарного ремесла и существовании здесь крупных керамических мастерских. Строительное искусство и архитектура эпохи Кушанской империи отличались своими уникальными особенностями. Во время археологических раскопок на территории Шахристана Халхаджара были обнаружены образцы как обожженного, так и сырцового кирпича, использовавшиеся при возведении стен и машине внутренних проходов зданий. Способ укладки кирпича в проходах и инженерная организация сооружения свидетельствуют о том, что кушанские архитекторы уже в древности обладали высоким уровнем строительных знаний, развитым художественным вкусом и передовыми архитектурными навыками. Мы уже несколько полевых сезонов ведем исследования на памятнике Халхаджар в Хорасанском районе. В прошлом году работы также проводились здесь на 2 участках. Нам удалось обнаружить как архитектурные сооружения, так и большое количество археологических находок. Безусловно, Халхаджар является одним из наиболее уникальных памятников Вахшской долины. Согласно исследованиям ученых, именно этот древний город был центром Вахшской долины в эпоху Кушанской империи. Результаты археологических раскопок последних 2 лет показали, что жизнь в этом городе существовала на протяжении всего периода Кушанской империи. Об этом свидетельствуют как нумизматические материалы, так и другие археологические находки. В настоящее время мы находимся на раскопе номера 6. Раскоп заложен на площади 10 на 8 метров. Здесь уже обнаружены архитектурные сооружения и другие ценные находки. Одной из наиболее значимых находок на этом участке стала мощенная дорожка, выложенная из обожженного кирпича. Кирпичи уложены в 3 ряда, а в качестве связующего раствора использован гипс, который скреплял кладку и придавал ей прочность. Особый интерес представляет то, что все кирпичи имеют одинаковые размеры – 40 на 40 сантиметров, при толщине 10 сантиметров. Археологической науке известно, что широкое использование обожженного кирпича относится к более позднему времени. Однако на ряде памятников, которые мы исследовали в Таджикистане, в частности в Чемкургане Шаринавского района и в Халхаджаре Хорасанского района, мы сталкиваемся с применением именно обожженного кирпича. Это позволяет сделать вывод, что уже в эпоху Кушанской империи такой строительный материал широко использовался. Поскольку местность здесь была глинистой,
каменистой, а камня было недостаточно, дороги, проходившие между городскими постройками, мастили именно обожженным кирпичом. Кроме того, на участке, где мы сейчас находимся, были обнаружены 2 стены. Все стены найдены в этом секторе. Имеют одинаковые размеры, их ширина составляет 80 сантиметров. На раскопах номера 6 и номера 8 стены сохранились на разной высоте. На данном участке одна из стен уцелела более чем на 1 метр. Особенно примечательно то, что стены были покрыты гипсовой штукатуркой, причем сама штукатурка сохранилась в очень хорошем состоянии. ҷолибон аст ки девор бо гаҷ рука шудааст ва гаҷ хеле хуб боқӣ мондааст. Изучение культурных слоев на территории памятника Халхаджар позволяет проследить различные этапы жизни древнего города. В верхних слоях обнаруженных сооружений сохранились элементы гипсовой отделки и настенной росписи. Эти декоративные элементы, украшавшие внутренние стены дворцов и величественных зданий, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе, развитии изобразительного искусства и стремлении к красоте, которыми отличались предки таджикского народа в этом крупнейшем центре Вахшской долины. дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносӣ мо В результате археологических раскопок нам удалось выявить здесь несколько строительных периодов. Безусловно, Кушанская империя просуществовала более 500 лет, и за это время строительные технологии и архитектурные традиции, естественно, менялись. Жители перестраивали свои дома, обновляли их, и во время раскопок мы обнаружили, что поверх одной стены была возведена другая. Установлено, что основными строительными материалами здесь служили пахса и сырцовый кирпич. В основании сооружений использовалась пахса. В фундаменте одного из зданий сначала укладывали слой речного камня, затем заливали его пахсой, после чего возводили стены из обожженного кирпича размером 40 на 40 сантиметров и толщиной 10 сантиметров. Затем стены покрывали гипсовой штукатуркой. На стенах мы обнаружили несколько слоев штукатурки. Это свидетельствует о том, что жители регулярно ремонтировали свои дома. Более того, в исторических источниках говорится, что во время празднования Навруза арии обязательно обновляли и ремонтировали свои жилища. Именно поэтому многочисленные слои штукатурки на стенах являются свидетельством неоднократного ремонта и обновления домов жителей Кушанской эпохи. яъне гавоҳӣ аз таъмиру аз навсозии хонаҳои ҳадди кушонӣ мебошад. Государственное учреждение Национальный музей Таджикистана является единственным государственным научным центром, который в годы государственной независимости на постоянной основе проводит археологические исследования на памятнике Халхаджар. С 2014 по 2025 год, а также в нынешнем году музей уже более 4 раз организовывал здесь научные и археологические экспедиции под руководством ведущих специалистов. Благодаря целенаправленной работе и инициативе Национального музея были сделаны открытия мирового значения, среди которых декоративная золотая подвеска с изображением кентавра, обнаруженная в 2020 году, и золотая подвеска в форме ветви дерева, найденная в 2024 году. Сегодня эти уникальные артефакты занимают достойное место в научной коллекции музея и являются ее настоящим украшением. дастархонаи миллии Тоҷикистон
Национальный музей Таджикистана является научно-исследовательским учреждением, в структуре которого действует специализированный отдел археологии и нумизматики. Его главная задача – поиск, изучение и сохранение исторического наследия наших предков. Что касается памятника Халкаджар, необходимо отметить, что с 2014 года Национальный музей рассматривает этот объект как один из важнейших центров археологических исследований и ежегодно проводит здесь раскопки. Особенно с 2020 года археологические исследования на памятнике Халкаджар проводятся непрерывно и на регулярной основе ежегодно. Результаты этих исследований, археологических поисков и уникальные находки, обнаруженные здесь, убедительно свидетельствуют о том, что этот памятник отличается исключительной древностью и представляет собой один из важнейших археологических объектов региона. Так, в 2020 году именно здесь была найдена золотая подвеска с изображением кентавра. Кентавр – это мифическое существо, нижняя часть которого имеет облик животного, а верхняя – человека. Подобная подвеска была обнаружена на территории Центральной Азии, впервые именно на памятнике Халкаджар. Кроме того, в 2024 году здесь были найдены золотые подвески в форме трилистника. Эти изящные золотые украшения являются ярким свидетельством высокого уровня культуры, художественного мастерства и развитых ремесленных традиций мастеров кушанской эпохи. هنرمندان زمان پیشینیان حکایت میکنند. Работая по вскрытию культурных слоев этого уникального памятника, молодые сотрудники и археологи отдела археологии и нумизматики Национального музея проводят с высокой ответственностью и профессионализмом. Благодаря систематическим раскопкам были обнаружены многочисленные памятники материальной культуры, в том числе хозяйственные постройки, бактрийские керамические водонасосные кувшины и различные керамические изделия кушанского периода. Эти исследования позволили научно подтвердить стратегическое и экономическое значение древнего города Халкаджар в системе государственного устройства Кушанской империи. Во время археологических раскопок, которые в этом году проводят сотрудники Национального музея, на этом памятнике вы сами стали свидетелями того, что здесь обнаружено множество ценных находок. Среди них большое количество монет, относящихся к различным периодам эпохи Кушанской империи. Особенно важно отметить, что эти монеты принадлежат не одному правителю. Кушанская империя существовала более 500 лет. И тут факт, что в одном и том же месте были обнаружены многочисленные монеты как царя Васудевы, так и Канишки, убедительно свидетельствуют о том, что здесь существовал постоянно населенный город. Люди жили здесь, занимались торговлей, а также развивали ирригационное хозяйство. На этом памятнике были найдены и изделия, которые дают представление о религиозных верованиях того времени. Особенно важно отметить, что среди находок 2026 года нами был обнаружен фрагмент сосуда, изготовленного из кости. Обратите внимание, что местные мастера украсили его традиционным орнаментом, что еще раз свидетельствует о высоком уровне художественного мастерства ремесленников того времени. Кроме того, государственным учреждением Национальный музей Таджикистана уже подготовлена к изданию книга под названием «Древний город Халкаджар», посвященная истории памятника, археологическим находкам, развитию ремесел, искусства и экономики в период Кушанской империи. В ближайшие дни книга станет доступна читателям, а ее официальная презентация состоится при участии средств массовой информации. Все находки, собранные сегодня на этом памятнике, хранящиеся в Национальном музее, являются прямыми свидетельствами государственности наших предков кушанов. Эти уникальные артефакты могли бы стать украшением любого всемирно известного музея. Как известно, по поручению правительства создается Центр арийской цивилизации, и именно эти находки должны занять достойное место в его музейной экспозиции. Они не привезены из других стран, это подлинные артефакты, обнаруженные непосредственно на исторической земле ариев, на территории нашего родного Таджикистана.
Историческое значение и место древнего города Халкаджар получили высокую оценку и в современных научных исследованиях. В частности, основатель мира и национального единства лидер наций, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своей фундаментальной книге «Взгляд на историю и арийскую цивилизацию» уделяет этому памятнику особое внимание, отмечая, городище Халкаджар также относится к первой группе городов. Здесь были обнаружены кушанские монеты и другие древние предметы. В Халкаджаре найден клад золотых монет Хувишки. Эта оценка свидетельствует о высоком экономическом значении древнего города, а также о его выгодном расположении вблизи реки Вахш, что способствовало развитию торговли и процветанию этого крупного центра Кушанской империи. در کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی В книге основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, «Взгляд на историю и арийскую цивилизацию», памятнику Халкаджар уделено особое внимание. В ней подробно рассматривается обнаружение клада кушанских золотых монет в Халкаджаре. Глава государства ставит это открытие в один ряд с такими выдающимися археологическими находками, как сокровища горы Мух. В книге отмечается, что клад золотых монет, найденный в Халкаджаре, насчитывал от 50 до 600 монет, что делает его одной из крупнейших находок кушанских золотых монет в мире, обнаруженных именно на этом памятнике. Поскольку Халкаджар, расположенный в Вахшской долине, являлся одним из важнейших центров кушанской эпохи, существует высокая вероятность того, что золотые монеты чеканились непосредственно в этом городе. В нашем распоряжении имеется множество достоверных материалов и научных доказательств, которые на практике подтверждают этот вывод, изложенный главой государства. این گفته‌های جناب عالی را عملاً تصدیق می‌کنند. Обнаружение клада золотых монет на территории исторического памятника Халкаджар стало одним из крупнейших археологических событий в Центральной Азии. Находка, известная как Вахшский клад, а также последующие исследования археологов показали, что в денежном обращении этого города находились не только золотые монеты царя Хувишки, но и монеты, а также полудинары других великих кушанских правителей Канишки Великого и Васудевы. Эти открытия опровергли прежние научные гипотезы и убедительно доказали, что правобережье реки Вахш являлось одним из ключевых финансово-экономических центров Кушанской империи. За многие годы археологических исследований, которые проводит Национальный музей, на этом памятнике ежегодно обнаруживаются сотни монет. Самые древние из найденных нами монет относятся к греко-бактрийскому периоду 3 веку до нашей эры, а самые поздние – к эпохе Сасанида-Кушанского царства 5-6 веков нашей эры. Наибольшую часть находок составляют монеты кушанских царей. Здесь нами обнаружены монеты Вимы-Такту, подражательные греко-бактрийские монеты, монеты Вимы-Катфиза, Канишки, Хувишки, Васудевы, подражательные монеты Васудевы, Канишки III, а также Сасанида-Кушанские монеты, которые отражают последний этап существования древнего города Халкаджар. Археологические раскопки Национального музея, проведенные в нынешнем году, также оказались чрезвычайно
необычайно богаты ценными и редкими находками, значительную часть которых составляют именно монеты. Сегодня мы представили лишь небольшую часть этих находок. Самой древней монетой, которую нам удалось обнаружить в этом сезоне, стала четверть тетрадрахмы, подражательная монета типа Гелиокла, относящаяся к 1 веку до нашей эры. Наряду с ней были найдены подлинные монеты кушанского периода, монеты Вимы Дакту, Вимы Катфиза, Канишки, Хувишки, а также многочисленные подражательные выпуски, находившиеся в денежном обращении с 4 по 5 века нашей эры. پهلوی اونها سکه‌های پیروانکی از عصر 4 تا عصر 5 در معاملات بودند. Древний город Халхаджар – это не просто место проведения археологических раскопок. Это открытая каменная и керамическая летопись нашей истории, каждая страница которой рассказывает о величии и могуществе предков таджикского народа. Последние открытия, сделанные в 2026 году молодыми и опытными специалистами Национального музея Таджикистана, убедительно доказывают, что в эпоху Кушанской империи Ваашская долина была не только важным административным и оборонительным центром, но и одним из главных экономических и культурных узлов наших предков. Обнаружение вахшского клада, расписанных сосудов с надписями на бактрийском языке, а также монументальных зданий с гипсовой отделкой свидетельствуют о том, что традиции городской цивилизации, развитого ремесла, письменной культуры и стремления к прекрасному были присущи этому народу еще с глубокой древности. Изучение Халхаджара имеет огромное значение не только для познания прошлого, но и для укрепления исторической памяти и национального самосознания нынешнего и будущих поколений Таджикистана.